Четырехлетнее расследование, проведенное некоммерческой медиаорганизацией «Нелегальный океанский проект», показывает, что турки-уйгуры повсеместно вынуждены работать в качестве рабов в рыбной промышленности, контролируемой режимом Коммунистической партии Китая. Результаты обширного и длительного расследования показывают, что принудительный труд уйгуров широко распространен на предприятиях по производству морепродуктов и по переработке морепродуктов в провинциях Китая. Уйгуры удерживаются там принудительно месяцами и даже годами. Власти игнорируют смертельный риск, с которым сталкиваются рабочие в этом процессе. В докладе также отмечается, что Китай интенсивно использует принудительный труд уйгуров в рыболовном секторе, а морепродукты, перерабатываемые на этих предприятиях, экспортируются во многие страны. Стало известно, что в январе-октябре этого года оккупационный Китай захватил 10 миллионов тонн угольных ресурсов из Восточного Туркестана и контрабандой переправил их в китайские провинции. Согласно сообщению китайской пропагандистской сети Танрыда, опубликованному 11 октября, синьцзянский филиал China Energy Group в Восточном Туркестане объявил, что с начала этого года он отправил более 10 миллионов тонн угольных ресурсов в китайские провинции для удовлетворения энергетических потребностей Китая. Палестина, Египет и Иордания отменили встречу с президентом США Джо Байденом после израильской атаки на больницу в Газе. Вчера вечером израильские войска предположительно обстреляли больницу в Газе. Министерство здравоохранения Газы сообщило, что в результате авиаудара погибли по меньшей мере 500 человек. Ожидалось, что Байден встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Тель-Авиве, а затем отправится в Иорданию, чтобы встретиться с королем Иордании Абдаллой, президентом Египта Абдель-Фатахом ас-Сиси, а также президентом Палестины Махмудом Аббасом. Сообщалось, что многие богатые китайцы начали переводить свои сбережения за границу через подпольную экономику в Китае. Богатые китайцы в частном секторе, чье будущее становится все более пессимистичным в условиях нестабильности в китайской экономике после вспышки китайского вируса и давления со стороны Коммунистической партии Китая, как сообщается, обращаются к черному рынку, чтобы защитить свои активы, передает «Голос Америки». Председатель КНР Си Цзиньпин принял участие в третьем саммите в Пекине. Он встретился с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым, который находится с визитом для участия в форуме «Один пояс, один путь». Обратив внимание на динамичное развитие Казахстана-китайских стратегических отношений, Токаев подчеркнул, что взаимный товарооборот между двумя странами продолжает расти. Токаев заявил, что две страны реализовали 52 совместные инвестиции на общую сумму $21 миллиард и выразил удовлетворение объявлением 2024 года годом казахстанского туризма в Китае. Шри-Ланка, которая погрязла в долгах в результате своих экономических отношений с Китаем, была вынуждена заключить еще одно кредитное соглашение с Китаем из-за недавно усиливающегося долгового кризиса. Шри-Ланка подписала соглашение с китайским экспортно-импортным банком Эксимбанк об управлении растущим долгом страны на сумму около $4,2 миллиардов, сообщило 12 октября Министерство финансов Шри-Ланки.